Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас в ближайшие 7 дней, что в жизни вашей поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть важное вам откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой у вас зайчик интересный. Зайчик, вы бояться чего-то перестанете, либо вас кто-то считает таким маленьким трусливым зайчиком, а окажется, что зайчик и не зайчик вовсе. Да, вы очень милый человек, очень добрый, нежный, прекрасный, но вы умеете за себя постоять, и горе тем, кто видит в вас зайчика. Как будто бы личность ваша раскроется ваш потенциал, и вот как уважать себя заставите, мне идет. Так выверните ситуацию, либо обернете для себя, что люди волей-неволей начнут вас уважать, и уже никто не будет видеть вас зайчиком. Да, раскроетесь. Кто-то в шоке от вас будет, может даже не один человек. Будут ходить и думать, да как так? Это же надо, да, за такой милой и скромной внешностью, да, личностью скрывается такая сила, такая мощь, как недооценили. Но теперь все меняется в лучшую сторону для вас. В корне рисунка я вижу страсти, которые улягутся. Да, возможно, не сразу, может быть, потребуется несколько дней, но страсти улягутся. Будь то конфликт, будь то какие-то неприятные моменты, будь то какая-то борьба, да, вот страсти улягутся. Причем я вижу, что вы из этой ситуации для себя что-то обретете хорошее, нужное, полезное. Именно вы окажетесь в выигрышном положении. А другие люди в положении тех, кто что-то потерял возможность, потерял время, потерял свое лицо, тоже может быть. Какая-то вот идет мне возня, либо борьба, либо какое-то соперничество, соревнование. В ближайшие 7 дней это все закончится. Вы выйдете выигравшим, победителем выйдете. Вот что-то вынести для себя ценное, полезное и важное. Даже у кого-то отыграется, что это можно ощутить, потрогать, пощупать, либо применить. Зато все остальные люди, участники, все, смотрите, как перевертыши, лицом в грязь упадут. Хороший для вас знак, очень положительный. Дальше, мои хорошие, будет встреча, которую вы не планируете, но встреча, которая все поставит на свои места. Я не могу сказать, что вам будет очень приятно, да, либо какие-то положительные эмоции испытаете, но будет порядок, будет ясность, и все встанет на свои места. Может быть, какая-то была недосказанность, либо какой-то вопрос летал в воздухе. Может быть, раскроется истинное как намерение, чувство в вашу сторону. Вот будет порядок, и вы этому будете рады. Так подумайте на досуге и скажете, да, лучше так, чем вот в неведении находиться, либо в каких-то подозрениях и сомнениях жить. Также я вижу, что у женщины мужчина на пороге. Мужчина, которого женщина, не то чтобы рада будет видеть, скорее всего, будет очень удивлена. И этот мужчина буквально вот кидается на вас, в объятия вас заключает, а вы такая, не понимаете, как вам реагировать, что делать, отбиваться от него, либо тоже его обнять. Но вы точно его знаете, и он, конечно же, знает вас. Вот есть же такое выражение «упал, как снег на голову». Вот и у вас будет это ощущение, когда эта встреча состоится. Да, у кого-то отыграется, что он придет прямо к вам домой. У кого-то отыграется, что придет на работу. Либо придет туда, где вы там спортом занимаетесь. Да, вот как-то так себя ведет. Я так понимаю, что вам есть что обсудить, но, по крайней мере, нужно узнать эти мотивы его, почему он так неожиданно возник, и почему он так на вас кидается, как родной. Да, наверное, будет о чем поговорить. Дальше. Какую-то головоломку будете собирать. Честно, намучаетесь. Сейчас скажу, почему.
Потому что вы думаете, что это все очень сложно, что нужно обладать какими-то уникальными навыками, знаниями. А на самом деле там все очень просто. Знаете, как сами себя перемудрите. Прям будете крутить, вертеть эту головоломку. А потом скажете, ну, попробую, вот как пойдет, так и пойдет. И вы знаете, все получится. Возможно, решите очень сложную задачу. Возможно, вы справитесь с каким-то запутанным делом, да, сможете распутать. Ответ на поверхности лежит, да, там все очень просто, либо как это выражение, все гениальное просто. Вот, не перемудрите и не ищите подвоха там, где его нет. Не ищите сложностей там, где их нет. Это важно для вас. Но вот вижу, что вы человек такой, вы никого не будете звать на помощь, вы будете сами упорно добиваться решения. Дальше на работе будут какие-то подарки раздавать, либо какие-то плюшки выдавать. Может быть, кто-то будет угощать. Допустим, человек уходит в отпуск, проставляется, либо человек переходит на другую работу, проставляется. Может, начальник вот решит порадовать своих сотрудников. Вы знаете, хоть и немножко дадут, ну, что-то такое скромненькое, но все равно будет приятно, да, положительные эмоции идут. Даже как-то на работе сразу посветлее станет. И еще вижу, что если вы сами на себя работаете, ну, ведете свое дело, бизнес, даже если дома что-то делаете, да, то у вас нагрузка возрастает. Либо у вас помимо вашей работы, помимо вашего бизнеса, еще будут какие-то дополнительные задачи. И, возможно, вам даже придется сразу одновременно несколько задач выполнять, да, несколькими делами заниматься. И это, конечно, тяжело. И это, конечно, очень сильно выматывает. Вроде как бы делаете не так много, но будете чувствовать усталость. Мой совет такой. Либо выделяйте приоритетное, да, сначала одним позанимались, потом другим занимайтесь. Ну, либо научитесь делегировать, либо позовите кого-то, кому вы можете делегировать, передать, да, вот какое-то дело под его, либо ее ответственность. Это будет вам хорошим подспорьем. Дальше. Вижу женщину. Женщина, которая будет льстить. Прям, знаете, в глаза вам будет прыгать, льстить, и говорить, ой, какая ты красивая, либо какой ты красивый, там, сильный, умный, либо ты такая вот прям стильная вся, необычная, талантливая. За лестью прячется желание вас охмурить, желание морок навести, желание привязать вас к себе, либо посадить на свою энергетику. Тут именно мужчины должны быть поосторожнее, потому что такие женщины, они очень коварны. Но если вы женщина, а это другая женщина, просто не дайте себя обмануть и не станьте жертвой лести. Не нужно отвечать на лесть. Да? Если вам льстят, то это не значит, что и вы должны отвечать. Ну и никому не позволяйте собой пользоваться. Пусть вас не подкупят эти льстивые, лживые слова. Да, вы талантливый человек и красивый, но то, как вам это будет говориться, это не искренне. Вот, чтобы вы для себя понимали. Дальше. Вижу у вас две дороги с правой стороны, две дороги с левой стороны. Те, которые с левой стороны, они у вас и длинные, и открытые, и удачные. Те, которые с правой стороны, они короткие, какие-то как снегом замело. Возможно, да, вы ставите ставки, либо будете ставить ставки на что-то, что вы там придумали, разработали, задумали. Но тут как-то не очень у вас активно получается, либо что-то будет меняться, вы будете отказываться. Зато элемент неожиданности дает самый стойкий и классный результат. То, что случится неожиданно, вам, наверное, оно и по судьбе, да, и вы будете там успешней, чем то, что придумали сами. То есть судьба подкинет вам дороги. А то, что вы сами придумали, возможно, будет переноситься, либо откладываться, либо не будет такого результата, который вы себе хотите. Дальше. Человек снимает с себя броню, как будто бы, знаете, эту военную экипировку снимает, либо эти доспехи, латы, что-то там снимает. И это что-то необычное для вас, вы глазам своим поверить не можете. Возможно, этот человек был очень закрыт. Возможно, этот человек не подпускал вас к себе. Но обычно что? Подростки, да? Подростки у нас так делают. Они обычно там считают, что они уже сами взрослые и не хотят делиться с родителями своими эмоциями, переживаниями, проблемами. Также это может быть и в личной жизни, особенно если ваш партнер очень обидчивый человек, такой, знаете, принципиально там закрывается от вас, то здесь вот прям чудо произойдет, человек снимает эту свою броню.
Это хороший знак, что вы можете и поговорить, и договориться, и улучшить свои взаимоотношения. Это очень важно. Дальше, мои хорошие, вижу, что после общения с каким-то человеком, даже кратковременного общения, вы можете почувствовать дикую усталость. Вот прям хочется прилечь, прям глаза слипаются, закрываются. Сразу себе отметьте, что если такое случится, то вы встретились с настоящим энергетическим вампиром. И дальнейшее взаимодействие с этим человеком может привести вас к тому, что и иммунитет ваш может ослабиться, и вы можете даже чем-то заболеть. Не заразиться от этого человека, а именно заболеть, потому что вся энергия уйдет, и иммунитет ваш упадет. Меньше встречайтесь, меньше общайтесь и предупредите тех, кого вы цените, любите, да, кто рядом с вами находится. Действительно, какой-то страшный вампир, который просто вот опустошает людей. Видно, уже такой прям голодный вампир. Либо человек может болеть, да, когда человек болеет, особенно вампир болеет, то энергетики прям совсем не хватает, да, человек не может не выздороветь, ничего не может. И поэтому вот так нагло, открыто пьет других людей. Даже мурашки могут пойти, и вы скажете, да как так? Там 5 минут пообщались ни о чем, о том о сём, а у меня все вот как выжатый лимон. Да, встреча с таким вампиром у вас идет, и еще и с правой стороны. То есть вы не ждете от этого человека никакого подвоха. Но вот у кого-то произойдет. Сделайте правильные выводы и предупредите других людей. Это очень важно. Вы себе поможете, и другим тоже поможете, других защитите, спасете. Дальше. 2 женщины вместе будут чем-то заниматься. Причем очень активно и весело мне идет. Очень весело. Ну, возможно, вы мама и дочь, возможно, вы 2 подруги, возможно, вы 2 там, из коллеги, допустим, да, соседки. Вы очень здорово проведете время, и это время вас сближает, объединяет и сближает. Ну, на благо, на пользу пойдет. Будет что вспомнить, да, у вас даже какие-то свои между собой шуточки появятся. Ну, интересно. Вы узнаете друг друга лучше, и это время вы будете вспоминать с благодарностью и теплом. Ну, вы чем-то будете заниматься, да. Дальше. В центре у вас дерево. На этом дереве как-то вот вертикально ветки растут, но ветки разной как ширины и длины, но на одном дереве. Но это, скорее всего, либо родственные души, да, родственники, семья, либо это коллектив у кого-то еще может отыграться. Несмотря на то, что вы все разные, разных возрастов, разных статусов, положений, по-разному относитесь к миру, к людям, да, к друг другу, я вижу, что будет единство, как никогда. То есть вот дух единства вас всех сплотит. У кого-то идет вот встреча, допустим, там собрание на работе будет, и вы все будете единогласны в одном ключе, например, думать об одном и том же. Ну, либо принимать одни и те же решения. Ну и то же самое, если это семья, если это родственники. Дух единства вас всех сплотит, соберет на этом дереве. Это прям очень приятно, прям до мурашек приятно будет. Дальше. Вот здесь 2 человека как будто бы сшиты с друг другом. Куда один, туда и другой. Ну, потому что один без другого не может. То же самое в обратную сторону. Связь очень крепкая. Эту связь разорвать никто не может. Хотя кто-то будет пытаться разорвать. Какая-то худая женщина будет пытаться разорвать. Может быть, она действительно худая, такого анорексичного телосложения. А может быть, она очень злая, такая коварная, да, у нее нет массы. Будет пытаться разорвать. И знаете, мне кажется, что она надорвется в этих попытках. И еще потом с вами 2 поругается. Скажет, что вы за люди такие, да, как с вами тяжело. Ну, а вы с ней попрощайтесь, знаете, что вы ее больше не увидите. Она такая, знаете, разочаруется. Надорвется. Мне идет, что она надорвется в попытках вас рассорить, разлучить, развести. Но это невозможно. Вы сшиты, да? Вы сшиты небесными нитками между собой. Вы парень и девушка, вы муж и жена, вы, ну не знаю, мать и сын, например. Ну вот кто-то будет пытаться, и попытки все очень неудачные, и человек надорвется. Ну а вы еще больше сблизитесь, конечно, а как по-другому?
Еще вижу, что вы в какой-то очереди будете стоять. Длинная, противная очередь. Ну, не знаю где, не могу даже предположить, потому что в современном мире, мне кажется, уже очередей особо нет. Хотя, наверное, в аэропортах есть, да, когда там это вот посадочные все эти, либо там войти в аэропорт в некоторых странах, там прям можно стоять и стоять на контроле, например. Ну, очередь, конечно, длинная, но продвигается как-то очень быстро. То есть не успеете вы расстроиться, уже и ваша очередь подойдет. Ну, вот в очереди, конечно, не очень хорошо стоять, особенно в такой период, да, зимний, там многие болеют, кашляют, еще какая-то мне духота идет. Не выходите сразу тогда на улицу, да, либо, может быть, вам немножечко нужно так куда-нибудь там в предбанник зайти, чтобы привыкнуть к более низкой температуре, потому что вы можете пропотеть и потом еще и замерзнуть, и, не дай бог, заболеть. Надо быть поаккуратнее. Дальше, мои хорошие, вот видите, яйцо вот здесь показано. Яйцо, которое вот-вот проклюнется. Вы прям замучитесь с этим яйцом, потому что каждые 3 секунды будете подбегать и проверять, что там проклевывается или нет. Но вот мне идет, что 7 дней это маловато, да, еще нужно будет подождать. Может быть, 10 дней, может, 12 дней. Но яйцо, конечно, хорошее такое, что надо яйцо. Не нервничайте так. Слушайте, ну, если начнет проклевываться, ну, так вы увидите и услышите, вы поймете. Вот. От того, что вы каждый раз подбегаете и смотрите, вы только себя дергаете, отвлекаете от более важных дел. Результат будет, и результат вас удивит и порадует. Но немножко больше времени нужно этому яичку, да, этому яйцу. Дальше. Кто-то попытается вам закрыть глаза, но попытка такая, знаете, красноречивая, да? Человек этой попыткой себя с потрохами выдает. Ну, не будьте сильно строги, да, ну, либо действуйте в рамках. Этот человек, конечно, зря это делает. Закрыть глаза — это что-то утаить, скрыть, либо пустить вас по ложному следу. Да? Вот не получится, нет. Ну, с вами вообще такие номера не проходят. А тут еще человек сам себя выдал полностью. Так, какое-то свидание, но свидание непростое в плане того, что вот люди там пойдут куда-то развлекаться, потом еще куда-то пойдут, как многослойное свидание идет. Честно скажу, что-то понравится, что-то прям совсем не понравится. Но это не испортит этого свидания. Просто, скорее всего, тот, кто зовет вас на свидание, слишком перемудрил. Так хотелось произвести на вас неизгладимое впечатление, что прям перемудрил. Ну, так и скажите, ну, я там хочу то и то, да, либо в моем вкусе это и это. Давай ты лучше меня будешь спрашивать, чтобы не было таких вот, ну, неловких моментов. Не бойтесь об этом говорить, это нормально, это должно быть естественно. Но как, если вы хотите быть вместе, вы должны как минимум друг друга слышать и доверять друг другу, правильно? Конечно, правильно. Дальше. Вижу вас, как будто бы вы какой-то механизм, да, вас заводят ключом, и вы начинаете что-то делать. Но вот показано, что какому-то человеку прям удастся вас замотивировать, да так, что вы не возражаете, а наоборот, под впечатлением работаете как заведенный механизм. Хотя я думаю, что это не часто с вами такое случается, но в этот раз очень классный мотиватор вам попадется. Вам даже самой как-то понравится, ну, либо самому понравится, если смотрят мужчины. Дальше 2 лодки, и перед вами выбор, куда, в какую лодку садиться. Одна лодка побольше, другая поменьше, одна поближе, другая подальше. Берите то, что поближе. Вот. Зачем вам лишние какие-то движения, телодвижения? Что поближе, то и ваше. Просто я вам еще секрет раскрою, что та другая лодка тоже может быть вашей. Ну, может быть, не в ближайшие 7 дней, может, чуть попозже, но и на той лодке вы тоже покатаетесь. Ну, это как бы судьба такая, да. Вроде выбор без выбора. Сейчас вы выбираете, но потом вы можете и тот, и другой вариант, да, попробовать. Так что берите то, что поближе, не утомляйте себя. Через 7 дней вы в другую лодку сядете и все там попробуете, тоже покатаетесь. Дальше, мои хорошие,
Здесь какие-то дебаты, споры. Какие-то люди что-то там доказывают, спорят, ругаются, дерутся, возможно, даже. Но это происходит вдалеке от вас. Можно сказать, за вашей спиной, но вдалеке. Вы об этом узнаете, но узнаете вкупе с результатом. Да? Вот будет результатом, за что люди боролись. Вы сразу все узнаете, что вот он результат пришел, и что была вот такая тяжелая борьба. Пожалеете, что вы не боролись. Скажете, ах, если бы я там была, почему я там не был. Но с другой стороны, вы порадуетесь и за этих людей, которые себя не пожалели, боролись, и оцените этот результат, потому что результат на вас тоже распространяется. То есть кто-то будет бороться за вас и за ваши интересы. Неплохо. Дальше. Ящерицей вас будут называть. Ну, ящерица — это знак мудрости. Вы поступите, либо проявите себя как очень мудрый человек. И вы знаете, много удивленных будет рядом, потому что люди даже не подозревали, что вы способны на такие мудрые высказывания, действия, поступки. То есть как недооцененность была, да, вас недооценивали, либо смотрели на вас как на наивного ребенка. А вы не ребенок, вы мудрец. Мудрец, какому равных нет, понимаете? Вот так мне идет, очень удивите. И еще что самое странное, удивляться будут не те, кто чужие, да, в дальнем кругу, а те, кто свои в ближнем кругу. Немножко даже обидно, да, что ваши близкие вас недооценивали. Ну вот, пожалуйста, картина восстанавливается, теперь все всем понятно. Дальше мужчина, как бык, бычок такой, знаете, молодой, но с рогами, импульсивный, очень с таким вот характером, знаете, ядреным. И еще я вижу с неумением проговаривать какие-то вещи. Да? Человеку легче психануть и боднуть рогами, чем сесть и в диалоге пообщаться. Если честно, вы из-за этого человека будете нервничать, либо и нервничать, и все равно пытаться как-то усмирить этого человека. Не просто это будет сделать, потому что голова есть, а тело не видно. Да, человек не до конца раскрывается, человек не настолько идет на контакт, как хотелось бы. Честно, да, намучаетесь, но если долго мучиться, то что-то да и получится. Вот, не забывайте эту народную мудрость, это вам как подсказочка такая пришла. И еще показано, что этот человек очень любит похвалу. Вот, может быть, это вам поможет. Это станет таким маленьким ключиком к сердцу этого человека. То есть, каждого человека за что-то можно похвалить, да, просто не нужно стесняться и нужно это делать. Это, возможно, поможет вам наладить диалог. Дятла показывают. Дятел слева направо. Дятел — это тот, кто выносит мозги, тот, кто стучит, гремит, шумит, ведет себя безобразно. Вред еще может приносить этот дятел. Возможно, какой-то шум, да, шумовые эффекты. Нельзя на них повлиять. Никак нельзя. Представьте, вот птица-дятел сидит на столбе, либо на каком-то высоком дереве, и что ты ей сделаешь? Ничего не сделаешь, так и будет стучать. Когда закончит свое дело, улетит, тогда и тишина будет. Просто нужно, знаете, как перетерпеть, да, потерпеть, перетерпеть. Никак по-другому. Либо как беруши еще помогают, да, люди говорят. В венце у вас 2 человека. Звезды касаются. Звезда очень яркая. Либо 2 человека исполнят свою общую мечту, либо у 2 мечты исполнятся. Хороший знак на самом деле. Один из этих людей — это точно вы, второй не могу сказать кто. Но вы оба касаетесь звезды, и это очень хороший знак. Также рядом с вами я вижу какие-то буквы, которые приносят вам радость. Вы видите эти буквы и думаете: ничего себе, неужели, как же я рада, как же я рад. Что-то такое будете читать, что вас порадует. Либо, возможно, где-то будет прописано ваше имя и фамилия, и вы порадуетесь, что вы попали, например, в какие-то списки, да?
то ваше имя вообще упомянули, тоже можете порадоваться. Это будет приятно. Может, там объявление, да, на работе, кто премию получит, и ваше имя в этом листе. И, конечно, вы порадуетесь. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.